3-2 в нашу пользу в поединке уфимского Салавата Юлаева с минским «Динамо». Ну что ж, на положительной ноте начинаем итоговый выпуск новостей. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Выдача по талонам очереди с 5 утра. И это в больнице. Кадры давки в регистратуре Салаватского наркодиспансера попали к радио Хабирову. Если Салават еще раз прозвенит таким образом, я первым делом потребую убрать оттуда руководителя здравоохранения Салавата, а потом буду с главой разбираться. Для наведения порядка понадобилась всего одна ночь. Страсти по гречке. 10-15% завышения цен идет от поставщиков. Ценники переписали уже дважды, минимум плюс 20 рублей. Почему крупа столь стремительно дорожает осенью? Дефицит, неурожай или попытка ритейла нажиться? И почему площади гречихи в этом году сократили? Повышение в 2 раза у аграриев, она никак не должна влиять на конечную цифру. Налог особого режима. Кто такие самозанятые? Почему их попросили выйти из сумрака? Если вы получаете доходы, вы обязаны с этого платить налоги и точка. Журналистские эксперименты, шокирующие результаты. Из тени на выход. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Их бьют топором, режут ножом, взрывают петардами. Почему живодеров среди нас все больше, а наказаний для них как не было, так и нет. Боятся реакции общественности неадекватной. То есть как так мы будем наказывать человека за животное? Кто защитит права четвероногих и где гарантия, что следующей жертвой таких садистов не станут люди? Евсеев в игровом составе, Белинов в нападении, Кротов в воротах. Реальный футбол на БСТ. Будет ли продолжение? Ну а начнем выпуск с крупного пожара. В центре Уфы в эти минуты горит двухэтажный дом на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. Пожар присвоен повышенный ранг опасности. Эти кадры прислали нам очевидцы. Квартал окутан едким дымом, уже на подъезде видны языки пламени. Ситуацию осложняет то, что поднялся сильный ветер, есть угроза распространению огня. В связи с этим улица Пушкина перекрыта на отрезке от Аксакова до Карла Маркса, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники. На месте работают несколько единиц пожарных расчетов, прибыли кареты скорой помощи, полиция. По данным МЧС Республики, дом был аварийным, но был расселен. Были ли там люди в момент пожара и что стало причиной возникновения огня, сейчас выясняются. На тушение пожара привлечено 6 единиц техники, 4 основные и 2 специальные, 17 человек лишь состава. На данный момент жертв нет, угрозы распространения пожара нет, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Будем следить за ситуацией. Подробности в наших ближайших выпусках новостей на нашем сайте. Ну и к другим темам. В Башкортостане изменился срок доставки платежек за коммунальные услуги. Жильцы должны получить их до 1 числа. Поэтому квитанции из почтовых ящиков не пропали, как жалуются многие. Их пока просто не разнесли по домам. Сдвиг сроков связан с переходом на новую систему оплаты. Теперь в расчет будут браться показания за текущий месяц. Раньше счетчики считали месяцем позже. На доставку отводится почти неделя с 27 по 1 число. С этого года республика перешла на другую систему оплаты за отопление. Отныне сумма в зимний период подрастет, а в летний плата за холодные батареи начисляться не будет. При этом в прошлом останутся и перерасчеты, которые вызывали раньше много вопросов. Между тем, после бури на здравчасе наступило затишье в Салавате. Психиатр и нарколог в городском диспансере отныне будут работать в новом режиме. Давки и очереди останутся в прошлом. На неделе кадры попали к главе республики, а уже к утру было принято решение перейти на кардинально другую систему работы с пациентами. Ради Хабиров назвал обстановку в больнице издевательством над людьми. Наша съемочная группа отправилась в Салават и выяснила, что изменилось за одну ночь. Очередь словно за дефицитным товаром, но нет, все эти люди просто пытаются попасть на прием к наркологу-психиатру. Для этого необходимо получить талоны, из-за которых на видео происходит давка. В подобной ситуации оказывались многие жители Салавата. Я всегда стараюсь проходить во время отпуска, потому что так пропасть невозможно. Народу много. Люди жалуются постоянно, это очереди и все такое. Тяжело приходилось.
до дня. День теряешь. Утром пришел, нарколог до обеда, если получилось, прошел. После обеда психиатра. Вот и все. День прошел. Полный первый этаж, полный второй этаж. В принципе, они большой объем справок выдают за день. И нарколог, и психиатр. Сильно не задерживают, быстренько. И там специалист, который помогает по терминалу оплату вносить. Но, тем не менее, вот само стояние в очереди немножко будоражит нервную систему народа. А вот так выглядит наркологический диспансер теперь. За один день систему приема изменили. Итог: к 11 часам людей практически нет. Коридоры пусты. Режим работы подкорректировали после того, как об очередях узнала общественность и власти республики. На совещании в формате здравчаса начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила Радио Хабирову о причинах больших очередей. Это отдаленные друг от друга кабинеты врачей, отсутствие современных форм записи к специалистам и дефицит кадров. Если Салават еще раз мне прозвенит таким образом, я первым делом потребую убрать оттуда руководителя здравоохранения Салавата, а потом буду с главой разбираться. Вы мне представьте, почему вот такое произошло. Опять над людьми издеваетесь. В 5-6 утра люди приходят, в толпе стоят. Но таких очередей уже не будет, обещают в больнице. Да и раньше, по словам заведующего наркодиспансером, они были редкостью. Прием обычно вели сразу в 3 кабинетах, но в определенные часы. Большое скопление людей. Люди, конечно, нервничают, в возбужденном состоянии. Поэтому, возможно, бывают такие случаи. Но таких у нас случаев, особых таких не было, чтобы не оказали помощь, не приняли. Сейчас уже лет 5, как наркология и психиатрия проводят комиссию в одном здании, в здании наркологического диспансера по улице Калинина, 79. Как пишут там по часу, вот тут такого уже давно нет. С 8 утра шла регистрация, прием организовали врачи с 12 часов до 3. Это значит, что сначала необходимо было получить утром талон, а уже после прийти в указанное время. С понедельника же заработает новый график. Нарколог и психиатр будут принимать в поликлинике. Для того, чтобы жители Салавата смогли пройти всех врачей, в том числе терапевта, отоларинголога, окулиста, в одном месте. Никаких талонов. Запись будет вестись по телефону, но пациенты уже сегодня почувствовали изменения. В очередях не стоял сегодня, сразу все прошло. Сразу все быстро. Я еще с другого города, тем более. Просто здесь зарегистрирован. Но остается проблема нехватки кадров, говорит руководство наркодиспансера. Из 13 сотрудников, необходимых медучреждению, в штате 5. 4 врачей, из них уже пожилого возраста. Молодые специалисты пока не спешат пополнять ряды сотрудников больницы. А эту проблему уже за один день не решить. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов, Константин Романов. Итоги недели. В магазинах резко подорожала гречневая крупа. Повышение цен уже зафиксировано на уровне 20%. Сейчас стоимость продукции в среднем составляет 46 рублей, а где-то крупа выставлена уже за 60 рублей за килограмм. Удорожание гречки связывают с новым урожаем, и не сколько потому, что погодные условия в этом году были неблагоприятными. В России практически повсеместно, в том числе и в Башкирии, уменьшили площади гречихи из-за перепроизводства в 2018 году. Это ключевая причина роста цен, поясняют эксперты. Цена зависит от поставки хозяйств. Если в прошлом году цена была низкая, потому что было перепроизводство, потому что в любом случае гречка – это рыночный продукт, поэтому все складывается на рынке. Как сдаем, так и перерабатываем. При этом потребителям не угрожает дефицит гречневой крупы. По данным Минсельхоза Республики, в этом году в Башкортостане произведено 65 тысяч тонн гречихи. Это полностью обеспечивает потребности региона. В прошлом году действительно наблюдалось перепроизводство. Башкирские аграрии тогда собрали 80 тысяч тонн и были вынуждены реализовывать гречку ниже себестоимости, то есть в ущерб самим себе. По гречихе за последние 2 года она падала ниже себестоимости. Аграрии продавали гречиху по 9 рублей за килограмм, даже было по 8 рублей. Да. Поэтому восстановление цены, это повышение в 2 раза у аграриев, она никак не должна влиять на конечную цифру. На неделе в Башкортостане чествовали тех, кто без преувеличения кормит страну. Речь о работниках сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Именно благодаря труженикам села на прилавках всегда можно найти свежие овощи, хлеб, молоко, мясо. К слову, по объемам их производства республика один из лидеров в стране. В этом году вновь 10 лучших механизаторов и комбайнеров по итогам уборочной страды получили ключи от новых внедорожников. Артур Шамсудинов с подробностями.
После управления трактором руки с непривычки прикладывают на руле чуть больше усилий. Хоть с техникой Рамиль Саттаров на «ты» признается. Управлять автомобилем не привык. Почти все лето мужчина, можно сказать, жил в кабине своей косилки. В ней же установил личный рекорд, обработав почти 4500 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Чтобы не ездить домой, время пропадает лишнее, или в гостиницу, но все равно пару часов теряется. Это время как раз для уборки, для этого нужно. До часу работал, с часу до 4 спал в кабине, потом заново чуть начало рассветать, опять начинал косить. Владельцем машины Рамиль стал свой профессиональный праздник. Автомобили получили еще 9 комбайнеров, механизаторов и водителей, ударно проявивших себя в прошедшей уборочной кампании. Ключи лучшим в своей профессии вручал глава республики, который отметил, из-за дождей в этом году уборочная страда стала одной из самых трудных. Но благодаря таким сельскохозяйственным работникам Башкортостан смог собрать хороший урожай. Самый большой вклад в общий каравай внесли Стерлитамакский, Чекмагушевский и Илишевский районы. Я себя всегда считал физически сильным человеком, но руки, вот эти крепкие руки, которые сейчас мне жали, вот они создают наше богатство. Я хотел вновь вас всех поблагодарить. И, конечно, мы со своей стороны будем прилагать очень серьезные усилия для того, чтобы и труд был полегче, но, что очень важно, чтобы наши села были красивее, наши села были более комфортными. И очень-очень много у нас планов это все реализовать. Доярки, скотники, фермеры – те, благодаря кому на прилавках всегда есть свежее молоко, хлеб, мясо и не только. Передовикам вручали дипломы и присваивали звания заслуженных работников отрасли. 3 руководителя крестьянско-фермерских хозяйств были удостоены ордена Салавата Юлаева. В фойе концертного зала развернулась выставка достижений сельского хозяйства. Все, что производят башкирские фермеры. Наряду с обычными продуктами, такими как мед, молочка или варенье, есть достаточно экзотические образцы. Например, сорт итальянского сыра Азиаго Пресадо. Его технологии освоили только в этом году. И, к слову, по всей России точек его производства всего несколько. Одна из них в Кармаскалах. Осваивали полгода его, и через полгода поняли, какой должен быть вкус. Этому сыру научил меня мой итальянский учитель Луиджо. Но теперь уже мы понимаем, что это один из наших флагманов. В ближайшее время крупнейшее в Европе производство мягких сыров, но уже в Белебее, будет возведено французской компанией. Под Мелеузом начато строительство производства сухих смесей для детского питания. Кроме того, уже запущены молочные заводы в Чешминском и Балтачевском районах. Аграрии отмечают, что деловая активность перерабатывающей промышленности за последнее время выросла. Нам помогают, создают условия для того, чтобы мы выращивали свою продукцию, перерабатывали ее, продавали на более выгодных условиях. За 9 месяцев текущего года республика произвела продукции почти на 120 миллиардов рублей. Регион поставляет товары в 16 стран. И впервые для Башкортостана открыт новый путь сбыта. В Илишевском районе углубили русло Белой и уже начали отправлять сухогрузы трехтысячники в Иран по реке и морю. В Минсельхозе подчеркивают, республика в состоянии прокормить себя. Необходимо увеличивать объемы для продажи. По плану к 2024 году аграрии ежегодно планируют собирать не менее 4 миллионов тонн зерна. Впрочем, главное не только наращивать объемы производства. Башкортостан активно участвует в федеральной программе развития сельских территорий. Важно, чтобы каждый труженик мог по праву гордиться и деревней, в которой он работает и живет. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. К слову, в республике в 60 селах уже реализуется масштабный проект по благоустройству. Улицы должны стать не хуже городских, с дорожными знаками, тротуарами и ливневками. Это не просто слова, есть наглядный пример в Бураевском районе. На благоустройство деревни Дюсметово направили около 140 миллионов рублей, выделенных в рамках программы по развитию сельских территорий. Львиная доля в федеральный бюджет, поставили фонарные столбы, каждому дому подвели асфальт, которого раньше не было. Жители отмечают, что стало не только чище, но и безопаснее. Мы как городские. Мы сами деревенские, но мы уже стали городскими. Спокойно играются, на дорогу не бегают. Все время, если даже на дороге будут бегать, они все время смотрят, машины ездят или не ездят. На сегодня в сельской местности проживает более 1,5 миллиона человек, что составляет треть населения республики. В 2020 году начинается новая федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий. И Башкортостан активно участвует в заявочной кампании. Средства пойдут на строительство жилья, спортивных и детских площадок, ФАПов, водопроводов, уличного освещения, газификацию и многое другое.
Уфимские ветеринары выходили собаку, которой 2 недели назад проломили голову обухом от топора. Злоумышленники, а это мужчина и женщина пенсионного возраста, сначала в течение часа избивали несчастное животное, а затем оставили умирать, привязав к дереву канатом. Сейчас дознаватели работают над тем, чтобы живодеры были наказаны. Тем временем в Стерлитамаке на этой неделе по факту жестокого обращения с животными уголовное дело все же возбудили. Напомню, месяц назад массово были убиты бездомные щенки. Насколько вообще реально привлечь к ответственности обидчиков четвероногих? В материале Динары Таймасхановой. Спокойно. Ну вот у нас все практически как и должно быть. Рада терпеливо переносит очередную обработку ран. Они еще не затянулись, а на голове на всю жизнь остался рубец от топора. Когда 2 недели назад собаку доставили в Уфимскую ветклинику, на ней не было живого места. Четвероногого привезли из Челябинской области. В других медучреждениях, куда пытались поместить животное, давали неутешительные прогнозы. То есть черепно-мозговая травма, вот. Разможженные отверстия были, механические повреждения на голове, в области затылка. Открытые раны, костной патологии не было, сделали рентген. Ну и, соответственно, поместили в стационар с должным лечением. Удары с особой жестокостью несчастному животному нанесли обухом топора. До этого собаку еще час били ногами. Обнаружили дознаватели ее привязанной канатом к дереву. Выяснилось, что изувечил собаку не очередной мужчина в алкогольном опьянении, как это часто бывает, а семейная пара пенсионеров, которых уже в соцсетях назвали ашинскими живодерами. 2-летняя Рада была питомцем соседа. Злобу вымещали на ней якобы за то, что она покусала их щенка. Этот малыш, которому всего 2 месяца, и есть тот самый щенок пожилой пары. Только вот почему-то на нем тоже обнаружили многочисленные ушибы, скальпированные раны. У животного была сломана задняя лапа. По данному факту сотрудниками дознания проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий, повлекшее гибель или увечье животное, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Собаку в Уфу привезли сотрудники полиции города Аши. Взрослое животное уже выписали и пока передали волонтерам. Хозяину она оказалась не нужна. Щенку еще придется остаться в клинике. Сейчас дознаватели работают над тем, чтобы было возбуждено уголовное дело. Только вот упечь за решетку живодеров непросто. До сих пор не понес наказание мужчина, который на глазах детей перерезал горло своему же питомцу. Инцидент произошел в Максимовке полгода назад. В принципе, дела такие возбуждаются, они доходят до суда, за редким исключением. Ну, такой момент, что наказание, как правило, бывает формальное. Тот закон, который есть, он хорошо, в принципе, написан, он не очень хорошо работает. Его все-таки боятся применять, боятся реакции общественности неадекватной. То есть, как так мы будем наказывать человека за животное? Как раз благодаря реакции общественности история живодерства в Стерлитамаке стала резонансной. Зоозащитники требовали наказания обидчикам собак. И на днях после экспертизы уголовное дело правоохранители все же возбудили по факту жестокого обращения с животными. Специалисты, исследовав тела кутят, выявили множественные переломы, а также ожоги ротовой полости. У одного из щенков зафиксировали колотые раны. Исследования проводились в городе Оренбурге и в экспертно-криминалистическом центре МВД нашей республики. Сейчас следственным подразделением Управления МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, которые к нему причастны. Живодеры могут схлопотать реальный тюремный срок до 5 лет. Зачастую к своим или чужим питомцам люди относятся как к собственности, с которой они могут делать что угодно. Ведь согласно Гражданскому кодексу, животное – это вещь. Только вот грустные глаза Рады ярче всего говорят, что собака испытала реальную боль. И где гарантия, что избежавшие наказания обидчики четвероногих в следующий раз жертвы своих преступлений не выберут человека? Динара Таймасханова, Дан Хамитов, Шамиль Каримов. Итоги недели. Тем временем в Башкортостане новый бизнес-омбудсмен. В четверг на пленарной сессии башкирского парламента депутаты утвердили кандидатуру Флюра Асадуллина на эту должность. О других новостях экономики узнаем у Азата Самирханова. Он на связи со студией. Азат, добрый вечер, и тебе слово.
Да, добрый вечер, Альбина. На все той же сессии депутаты Госсобрания рассмотрели в первом чтении пакет бюджетных документов, бюджет республики на ближайший год и прогнозный план на последующие 3 года сверстан с дефицитом. На будущий год он составит 22 миллиарда рублей, но постепенно будет снижаться. А вот расходная часть, напротив, будет расти. Разумеется, основная часть расходной части бюджета составляют статьи на социальную сферу. Это помощь местным бюджетам, различные дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты. Их объемы в сравнении с 2019 годом вырастут на 15%. В абсолютных цифрах это почти 9 миллиардов рублей. Вырастет и фонд зарплаты работников бюджетной сферы. В 2020 году он составит почти 96 миллиардов рублей. Это почти на 7,5 миллиардов больше, нежели в нынешнем году. Но в перспективе в 2022 году он составит аж 104 миллиарда 200 миллионов рублей, прошу прощения. Индексация с 1 октября 2020 года составит 3,8%, ну а 2021 сразу на 4%. Азат, ты говоришь о росте зарплаты, а что происходит на рынке труда? Альбин, тенденции здесь положительные. По последним данным Башстата, численность официально зарегистрированных безработных в республике составляет 18 300 человек. Это на 6,7% меньше, чем на 1 сентября этого года. То есть динамика очевидна. По состоянию на 1 октября пособие по безработице получают почти 17 тысяч жителей Башкортостана. И уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% к численности общей рабочей силы. Как обстоят дела с инвестиционным климатом? Выправляем ли мы ситуацию, которая нас не радовала в последние годы? Да, инвестиционные показатели, которые в последние годы заметно просели, сейчас демонстрируют некий рост, особенно в сфере АПК. Давайте приведу цитату Ради Хабирова, которую он озвучил, поздравляя работников сельского хозяйства. Напомню, праздник состоялся в пятницу. И вот цитата. «Мы завершаем 8 проектов общей стоимостью 9 миллиардов рублей. На следующий год планируется начать еще 9 проектов стоимостью 23 миллиарда рублей. В том числе это Башкир-Молоко в Кушнаренском районе, Северная Нива в Белебейском, урожай в Аургазинских районах. Только эти проекты увеличат дойное стадо еще на 18 тысяч голов. Такая инвестиционная активность в АПК меня очень радует. Только в этом году на инвестчасах одобрено 44 проекта на общую сумму 85 миллиардов рублей». Конец цитаты. И отмечу, что это без учета деловой активности в перерабатывающей промышленности. Напомню, что запущены молочные заводы в Чишминском, Балтачском районах. Ну а всем известная французская фирма производит в Белебее различные наименования мягких сыров. Если уж заговорили о Белебее, то на днях появилась информация, что там появится новый индустриальный парк. Все верно, причем на территории бывшей военной части. Специалисты корпорации развития нашей республики осмотрели уже 2 площадки площадью 100 и 10 гектаров соответственно. И вот вскоре местная администрация Белебейского района организует встречу с потенциальными инвесторами, то есть резидентами. Напомню, что Белебей имеет статус территории опережающего развития. Если не ошибаюсь, в конце 2016 года город получил статус ТАСЭР. Соответственно, те, кто хотят вести бизнес на этой территории, получают довольно-таки существенные льготы. Азат, что у нас с рынком недвижимости? А вот квартиры, Альбина, увы, дорожают. По данным все того же Башстата, правда, предварительным, стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в 3-м квартале 2019 года выросла до 61 тысячи рублей, что почти на 7% больше, чем в конце прошлого года. Так что рост существенный, и стоимость вторичных квартир в Башкортостане также увеличилась, составила в среднем 58 с небольшим тысяч рублей за квадратный метр, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. И для сравнения, в начале этого года средняя стоимость квадратного метра жилья на первичке составляла почти 59 тысяч рублей, ну а на вторичном рынке 57 с небольшим. Такие вот новости, Альбина. Спасибо, Азат, за то, что по полочкам разложил нам экономические новости уходящих 7 дней. Ну и в продолжение темы финансов анонс специального репортажа Юлии Нигматуллиной «Из тени на выход». Он выйдет в эфир сразу после итогов. Не пропустите, будет интересно.
Налог особого режима. Кто такие самозанятые? Почему их попросили выйти из сумрака? Если вы получаете доходы, вы обязаны с этого платить налоги и точка. Кондитеры, парикмахеры, блогеры. Кому-то выгодный бизнес, а кому-то единственный способ выживания. Ну и так, как говорится, всех зажали в стране. Тут еще самозанятых этих. Чем грозит некомпетентность? Проведем журналистские эксперименты, проверим качество услуг в нелегальной сфере. Вы заметили, что ребенок ест таблетки? Дорога малому бизнесу или закручивание гаек? Люди – это наша вторая нефть. О плюсах и минусах налогового режима для самозанятых расскажем в специальном репортаже. Сразу 3 телепроекта нашего медиахолдинга претендуют на статуэтки ТЭФИ в финале престижного телевизионного конкурса программа «Наука-102» канала БСТ, а также 2 тамыровских проекта «Эллясе» и первая подростковая телевизионная премия на башкирском языке «Берешме». Они были отобраны из 500 работ, присланных со всей страны. Финал ТЭФИ регион пройдет в Волгограде в ноябре, так что болеем за наших. Над чем работают ученые Башкортостана и где рождаются инновации? Уже 6 лет коллектив программы «Наука-102» открывает для зрителей БСТ двери в уникальный мир исследований. Работа журналистов «Рак. История болезни» стала теперь историей профессионального успеха. «Наука-102» вошла в тройку лучших в номинации «Просветительская программа». Это такая номинация, в которой очень много работы, очень жесткая конкуренция была все годы. Вот там, когда мы начинали лет 6 назад, мы и мечтать не могли о таком. Сегодня это какая-то такая планка, которая, наверное, заставит нас работать еще лучше. Это уже немало. А в остальном держите за нас кулачки. Будем надеяться на самое лучшее. В финал престижного конкурса прошел и проект телеканала «Тамыр Берешме». В номинации «Телевидение и жизнь. Специальный проект» он стал единственной работой на национальном языке. «Берешме» — это первая подростковая премия, которая вручается ребятам с непростой судьбой, сумевшим преодолеть трудности и достичь своей цели. Это номинация, где телевидение напрямую влияет на жизнь людей. То есть телевидение выходит просто из информационного пространства и вступает в прямую коммуникацию с людьми и помогает им. Это замечательно. В числе лучших в номинации «Развлекательная программа» и викторина «Эллясе». Название нового проекта для подростков на башкирском языке переводится как «не знаю». Каждая команда отгадывает за определенное время слова и перемещает свою фишку по карте региона. Конечная точка – столица Башкортостана Уфа. Передача быстро завоевала популярность в республике. Мне понравилось, что вы, помимо того, что вы развлекаете, что вы на родном языке это делаете. Вот почему я сказал, это нужно. Нам нужно обязательно сохранять еще родные языки. Помимо того, что мне программа понравилась, но еще ваше отличие было, что вы сохраняете свой родной язык. За выход в финал боролись представители 126 телекомпаний из разных регионов. Теперь журналистам нашего медиахолдинга предстоит борьба за главный приз одного из самых престижных телевизионных конкурсов. Обладателей статуэток ТЭФИ региона определят в середине ноября в Волгограде. В Уфе состоялась церемония награждения победителей международного конкурса журналистов «Золотой Курай». На него поступило свыше 100 работ представителей СМИ. Свои материалы прислали авторы из Чехии, Канады, Турции, Азербайджана и десятка российских регионов. Конкурс проводился по 7 номинациям. Жюри возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Организаторами выступили правительство Башкортостана и фонд имени Мустая Карима. Одна из лауреатов конкурса, Фарида Самирханова из Канады, победила в номинации «Гениями любовался». Для Башкортостана это большой год, столетие республики и столетие Мустая Карима. Я еще в прошлом году начала об этом думать, и я решила как-то для себя отметить эти даты. И я подала 5 своих статей на конкурс «Золотой Курай». Журналистский конкурс посвящен столетию со дня рождения Мустая Карима. В рамках мероприятия председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев возложил цветы к памятнику народному поэту. Также он посетил фотовыставку «Встречи с Мустаем». Ее автор Вячеслав Стрижевский фотографировал поэта на протяжении полувека. Вообще удивительная, конечно, история. Оказалось, что здесь он познакомился со своей супругой, они жили в этом доме. Думал ли он когда-нибудь, что вот в таком виде будет на этой улице стоять. Так что все это очень важно для сохранения исторической памяти. И я хочу всех поздравить со столетием Мустая Карима.
Изменения в футбольной Уфе, Евсеев в игровом составе, Белинов в нападении, Кротов в воротах. В таком виде башкирская команда предстала в поединке с участниками проекта «Реальный футбол». На стадионе «Нефтяник» состоялся решающий матч любителей, которые сначала прошли отбор, потом 2 месяца тренировались под руководством наставника уровня премьер-лиги Евгения Перевертайла, проводили контрольные поединки с командами разного уровня. И вот проверкой для реалистов, а именно так стали именовать участников реалити-шоу, стала встреча с главным футбольным коллективом Республики Башкортостан. В продолжении темы следующий материал. Вот она, раздевалка реального футбола. Эти фамилии не гремят на матчах премьер-лиги, они не знакомы широкой публике, но после участия в проекте «Реальный футбол» точно войдут в историю башкирского спорта. Постарайтесь через пас ближнему начать. Если не будет получаться, играем длинно. Каждый житель республики и даже страны мог присоединиться к реалити-шоу телеканала БСТ и ФК Уфа. Заявки принимали в интернете почти весь июль. Потом тренерский штаб с Евгением Перевертайло у руля произвел заочный отбор. Участников пригласили на тестовые задания. Отобранные футболисты-любители стали тренироваться дважды, а то и трижды в неделю. Наставники хватались за голову, игроки давали слабую надежду, сами футболисты выдыхались и падали. Периодически проводили товарищеские матчи, в том числе и с командой «Башстар» во главе с Айдаром Галимовым. Реалистов отправляли на игры в исправительную колонию, на гонку героев. Устраивали тимбилдинг, чтобы создать единый коллектив, способный дать бой профессиональным футболистам. Но каждый из них уже победитель. Например, Максим Степанов, предприниматель и отец 2 сыновей, приезжал на тренировки из Давлеканова. Павел Панасюк, бизнесмен и глава семьи с 5 детьми, находил время на все занятия. Руслан Зулкарнаев, несмотря на отсутствие поддержки местного спорткомитета, приезжал из Акьяра, это Хайбулинский район. Футболистов не остановило ничего на пути к своей мечте. Едем за победой в футболе. На протяжении всего проекта переживали, какой состав выставит Уфа. Все-таки клуб не может рисковать, выступая в чемпионате российской премьер-лиги. В итоге башкирская команда вывела на поле пусть не всю основу, но солидную часть. А вот сейчас посмотрите, что будет. А вы посмотрите, что сейчас будет. Любители на той же скамейке, что и Рейнджерс во главе со Стивеном Джерардом чуть больше года назад. Это ли не революция в футбольном мире? Когда даже забивал гол, не понял, что произошло изначально. И не понимал, что делать, куда бежать. Потом ребят увидел, побежал на них. Не знаю, какая-то эйфория была во время всего матча. Во время обычных игр такого не бывает. Но оправдались ваши ожидания? Ну, я думаю, да, мечта сбылась. Я сыграл против профессионалов. По регламенту матч состоял из 2 таймов. Первый 15-минутный, а второй чуть дольше. На трибунах болельщики из разных городов и районов. Они приехали поддержать своих земляков. Во-первых, поддержать нашего товарища Юру Ялитова, ну а также команду «Реальный футбол». Вообще Юра Ялитов давно занимается? Кто знает из вас его? 6 лет. Когда маленький был, ко мне заходил, пойдем, говорит, играть. Это вот все наши присутствующие, получается, это наш клуб любителей футбола Сорокина, который непосредственно играет у нас в Мишкинском районе. Вот мы все, кто смогли, собрались и приехали его поддержать. Мы приехали из Благовещенска. У нас в нашей команде «Реальный футбол» и играет наш преподаватель физкультуры моего сына, нашего сына Галиахметов Ришат Рустемович. Кстати, рядом сидит его мама. Привет, Уфа! Как вы не поленились, приехали, да? За своих болеть поедем хоть куда. Игра стала судьбоносной в прямом смысле слова и для участника проекта из Стерлитамака Дениса Сабурова. В перерыве футболист сделал предложение своей девушке. Потому что вот он, Денис Сабуров, и он на этом матче, на финале реального футбола, делает тебе, Оленька, предложение! Ты выйдешь за меня? Да. Это был едва ли не самый драматичный матч за всю историю башкирского футбола. Несмотря на все прогнозы разгромного счета, соперники разошлись с результатом 3-2. Уфа выиграла с минимальной разницей.
хорошая игра для ребят, которые тренировались 2 месяца не зря. Есть футболисты, которые, ну, понятно, что не на уровне премьер-лиги, но так вот вы выделили бы опытным глазом тренера. Но у них есть тренер, да он будет выделять. Мне сложно сказать, потому что я на поле был. Со стороны, наверное, виднее. Ну и как вы себя чувствовали на поле? Вернуться, поиграть с пацанами? Ну, если вышли с таким предложением, то почему нет? Была не молодежь, были топ-игроки, был топ-игрок Евсеев, который в борьбе с участниками нашего проекта даже был вынужден получить желтую карточку. Почему-то взял мяч в руки. Это говорит о том, что проект был интересен, проект удался. Наша команда реального футбола, сумела сегодня навязать борьбу. Совсем чуть-чуть не хватило до ничей. Кстати, реалисты смотрели финальный матч вместе. И, похоже, собранная команда будет продолжать выступать в футбольных соревнованиях республики. После контрольного матча с Уфой ребята, может быть, рассчитывают на медали. Роза Хабибулина, Ильдар Абзалилов. Итоги недели. Вот такими выдались уходящие 7 дней. Спасибо, что все это время были с нами. Ну а мы встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. Счастливо!